And welcome to our round table. Today's round table is dedicated Здравствуйте, to дорогие the друзья! conference Добро пожаловать на наш Creative круглый стол. Society, what the profit Сегодняшний stands for. круглый стол посвящен Which gathered конференции, которая millions of прошла в people, марте, Созидательное общество, о чем мечтали representatives пророки. from В ней different religions участвовали from all over the world, миллионы людей, представители разных религий со who всего spoke the мира. truth and that Люди brought to us, говорили which was правду, brought to us by our prophets, озвучивали истину. which was И это forgotten та for истина, thousands которую of years. привносили наши пророки, которая была забыта на несколько тысяч лет. Да, и сегодняшняя тема — это последние времена. Сегодня у нас 4 гостя, с которыми мы будем обсуждать эту тему. Добро пожаловать, Юрий Некрасов из Российской Федерации, Ти-Джей Томпсон из Соединенных Штатов Америки, Дашан Власик из Чехии, и наш последний гость — это Илмаз Атакан из Турции. Турции. Добро пожаловать всем. Здравствуйте. Мы все слышали о последних временах, и это то, что задевало, собственно, было известно человеческой цивилизации с самого начала ее существования. Мы знаем это из разных религий, и сегодня мы будем задавать вопросы нашим гостям и спикерам по данной теме. Давайте посмотрим отрывок из прошедшей конференции. Все религиозные традиции сохранили информацию о последних временах. Но как мы относимся к ней? Делаем ли какие-то выводы? Понимаем ли мы, люди, что последние времена сейчас? Все признаки судного часа уже налицо. В священных писаниях христианства, ислама, буддизма, индуизма говорится, что в последние времена люди будут умирать от разного рода инфекционных заболеваний. Мор будет косить людей. Сейчас, когда весь мир охвачен пандемией, мы не хотим соглашаться, что эти предсказания про наше время. Что говорилось о том, каким будут отношения людей в эти времена? Что люди будут ценить, когда тебе лгут и обворовывают на каждом шагу? Когда чем больше у тебя денег, тем ты круче, и никого не интересует, каким обманом ты их заработал? Когда гордыня и тщеславие выдвигаются на первый план? Когда люди готовы пойти на что угодно для собственной выгоды? Когда насилие и ненависть друг к другу стали оправданы и популярны? Когда кумирами становятся убийцы и тираны, разве это не про наши времена? Именитые ученые, рассказывающие про техногенные выбросы человеком парниковых газов, не могут объяснить, почему по всей Земле землетрясения становятся с каждым днем все чаще и сильнее, почему по всему миру появляются трещины и огромные провалы, а пожары не тушатся. Почему реки мелеют и исчезают даже там, где нет человеческой деятельности, а морские млекопитающие выбрасываются на берег? Почему слабеет магнитное поле? Разве мы слепцы, чтобы не увидеть, что наша планета разрушается? И про это нас предупреждали все пророки. Большое спасибо. И теперь давайте посмотрим на факты, которые связаны с последними временами. Какие доказательства есть? Эта темы все обсуждались на конференции. Сейчас мы обсудим с вами дополнительные доказательства. Сейчас передаю слово Душану Валецику из Чехии, участнику проекта «Созидательное общество». Здравствуйте, друзья.
Прежде всего, я бы хотел поблагодарить всех неравнодушных людей, которые эту уникальную конференцию «Созидательное общество», о чем мечтали пророки, воплотили в жизнь. На этой знаковой конференции было раскрыто множество фактов и информации, которые были скрыты от людей. В внешнем потребительском формате, которому уже 6000 лет, иначе и быть не может. Но вернемся к факту. Текущий цикл человеческой цивилизации заканчивается 21 декабря 2012 года. Интересно, однако, что эта дата также фигурирует на втором камне, найденном в руинах поселения под названием Сомаликалко, расположенного недалеко от Туртагеро. Все мы знаем, как эта дата неправильно использовали против людей, когда мировые СМИ вызывали страх и панику по поводу предполагаемого конца света. Однако благодаря книгам Анастасии Нових и передачам с участием Игоря Михайловича Данилова мы знаем, что эта дата не случайна. Это начало времен перекрестия. Это означает, что человечество достигло точки, когда оно должно решить, продолжить ли в установленном потребительском формате, то есть бороться, убивать, ненавидеть, лгать, завидовать, бояться, или встать на путь эволюции. Это на путь любви, дружбы, сотрудничества, взаимопомощи и толеранции. И здесь я хочу вернуться к пророкам. Будда, Иисус и Мухаммед говорили об этих самых временах. Время, когда мы должны решить, жить нам или умереть. В данный момент абсолютно необходимо, чтобы все люди на нашей планете знали об этом событии. Потому что только человек, знающий правду, может свободно принять решение. И наша обязанность, как людей, которые уже узнали правду, передать эту информацию всем людям. А когда я вижу, что ежедневно присоединяется к этому проекту больше и больше людей, я уверен, и мне это очень радует, что мы выбрали жизнь. И нам сейчас все зависит от того, как быстро мы эту информацию распространим, чтобы быстро построить это общество любви и дружбы. Большое спасибо. Thank you, Dushan. What did the prophets say about the end times? Спасибо, Душан. А что наши пророки говорили о последних временах? Давайте посмотрим следующий отрывок из конференции. Наши пророки. А я хочу сказать сразу, все пророки, которые приходили, они все наши. Они приходили от единого Бога, и они приходили ко всему человечеству. Поэтому все пророки, они наши. И это в действительности так. Не могли пророки приносить разную истину. Они приносили ее одну. Эта истина, она всегда была проста. И суть ее как раз заключалась в том, что сегодня мы называем созидательным обществом. Но придет к определенному времени, когда станет перед выбором, когда у нас будет два пути. Один путь — это, извините, то, что мы называем последним часом, судом, апокалипсисом. И второй путь — это тысячелетия счастливой жизни, как в раю, или золотые тысячелетия. Никто не знает, когда произойдет это. Но что подразумевается, что никто не знает, когда произойдет? Как раз подразумевается под тем, что окончательный выбор, он все-таки будет за людьми. Действительно, в этом наша избранность. Избранность сегодняшнего дня, этих времен. Мы можем, если захотим. И вы знаете, что интересно? Мы это сможем, если найдем общий язык друг с другом, если мы начнем понимать друг друга, если мы действительно этого захотим.
А не будем видеть друг в друге соперника или кому-то завидовать или еще что-то. Просто закатаем рукава, возьмем и сделаем наш мир таким, каким мы хотим его видеть. Thank you very much. And now it's very interesting Большое to hear спасибо. А from сейчас our очень next speaker. интересно будет услышать мнение наших следующих гостей. Сейчас я передаю слово Юрию Некрасову из России, участнику проекта «Созидательное общество». Ольга, спасибо. Как меня слышно? Хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья. За время подготовки конференции «Созидательное общество», о чем мечтали пророки, по теме «Предвестники последних дней», была собрана масса пророчеств, которые уже сбылись. Изначально я хотел рассказать вам о них, но все же сегодня мне хочется заострить наше внимание лишь на одном из них. Это фундамент, на котором строится потребительский формат, который и привел нас к последним временам. И об этом также говорилось во всех священных писаниях. Сейчас я приведу несколько примеров. Так в Махабхарате, книге 3, говорится: люди малосочные, тщедушные, говорить правду не будут. Истину отвергнут в мире ученые и уважаемые люди. Когда же будет убита правда, их жизнь укоротится. Болтуны не сдержаны будут, не встретят они порицания. Не станут люди доверять друг другу, когда конец юги наступит. При купле-продаже всех друг друга обманывать будут. В одном из хадисов, который передал Аль-Бухари, говорится: наступит день, когда люди будут торговать друг с другом, но среди них почти не останется тех, кто заслуживает доверия. Люди будут говорить, что в таком-то племени есть некий муж, который заслуживает доверия. Они будут восхищаться умом, хорошими манерами и силой людей, в чьих сердцах не будет веры, даже весом в горчичное семечко. Также Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Судный час не наступит до тех пор, пока не появится смута, пока не распространится ложь и пока не сблизятся рынки». Этот хадис передал Ахмад, а Аль-Хисами назвал его достоверным. В Библии в первом послании к Тимофею сказано: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителя и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Итак, ложь — это смертельный вирус, поразивший наше общество, медленно и верно ведущий нас к самоистреблению. Сегодня нас повсюду окружает тотальная ложь, которую тиражируют средства массовой информации, политики и даже наука. Современный исследователь феномена лжи Давид Израилевич Дубровский говорит: ложь проникла во все сферы человеческого бытия. Человеческий мир не только создает для лжи беспристрастные возможности, но и имеет ложь одним из своих начал. Нет такого вида социальной деятельности, где бы не встречался обман. Сегодняшнее время можно смело назвать эпохой фейк-ньюс. Это термин, о котором сегодня знают все. Фейковые новости означают распространение в медиа и социальных сетях заведомо ложной информации. Фейковые новости специально сделаны так, чтобы их было трудно отличить от настоящих. От настоящих новостей, я имею в виду. В конце 2019 года израильская фирма по кибербезопасности и Университет Балтимора опубликовали результаты экономического исследования, согласно которым заведомо ложные новости обходятся мировой экономике в 78 миллиардов долларов в год. Эти данные освещают только непосредственный экономический ущерб от дезинформации. В реальности же потери могут быть значительно выше, если учесть косвенные экономические затраты, к которым, например, относятся потеря доверия к основным учреждениям, снижение темпов инноваций, ущерб репутации, издержки на защиту данных. Но самое страшное в фейковых новостях то, что из-за них люди становятся врагами.
Также исследователи из Оксфордского университета пришли к выводу, что в 2018 году число стран, подделывающих контент, увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом. Доцент МГУ Гайне Давидян говорит, что при сегодняшних скоростях распространения ложная информация может иметь очень печальные политические, экономические и правовые последствия. Еще одной проблемой она называет то, что поддельные новости часто приносят деньги благодаря рекламе и таким образом обогащают собственников платформ и их распространения. Так что же такое ложь? Ложь – это воздействие на человека, осуществляемое через средства коммуникации путем введения его в состояние заблуждения. Цель – сформировать у человека определенное отношение к чему-либо или кому-либо, повлиять на его поведение или состояние. А мотив всегда один – дальнейшее получение личной выгоды. Учитывая все вышесказанное, мы должны понимать, что если фейковые новости создаются, значит, кому-то это выгодно. И раз кто-то на этом зарабатывает, значит, кто-то и теряет. Если ведущие средства массовой информации принадлежат или контролируются все тем же 1% населения, то легко догадаться, кто всегда проигравший. Вот мне интересно, неужели кто-то до сих пор наивно полагает, что новости, после которых падают рынки, начинаются кризисы и военные конфликты, появляются случайным образом? Интересно, что во многих популярных исследованиях лжи говорится о ее необходимости и что она вытекает из потребностей не только макросоциальных, но и межиндивидуальных взаимодействий. Причем индивид не только оказывается вынужден лгать, но и должен уметь делать это квалифицированно. И, следовательно, делается вывод, что ложь является элементом социальных отношений. Таким образом, нам навязывается мнение о том, что общество, в котором люди говорили бы правду и были бы полностью откровенны друг с другом, вряд ли вообще могло бы существовать. И цитирую. «Суждение о том, что ни в каких человеческих отношениях не должно быть лжи, слишком примитивно». Ну разве это нормально? Давайте смотреть фактам в глаза. Мало того, что средства массовой информации создают и тиражируют ложь, так помимо этого они нам еще навязывают идею, что мы должны врать друг другу, разделяя нас таким образом еще больше. Публицист Александр Александрович Зиновьев писал: «Историки придумывают такое прошлое, которое требуется для настоящего. Можно разоблачить отдельную ложь, но когда ложь — вся мировая история, ну что тут скажешь? Масштабы лжи просто катастрофичны. Нам лгут не только о нашем настоящем и будущем, но даже и о нашем прошлом». В свете изложенных фактов становится понятно, как ценно то, что делают участники международного общественного движения «АЛЛАТРА». Ведь в каждом проекте волонтеры открывают людям правду на историю, науку, климат. А ведь только тот, кто знает правду, может изменить будущее. Если хорошо подумать, то в основе любой лжи лежит страх, а страх является инструментом порабощения людей. Но все наши пророки говорили о любви, а в любви нет страха. Так может, мы будем строить общество, о котором мечтали пророки? Тогда ведь нам не придется врать друг друга. Ведь последние времена и даны для того, чтобы мы сделали этот выбор. Существовать в рабстве лжи и действовать из страха, или построить общество любви и истины. И сейчас каждый человек может сделать многое. Уже просто говоря правду о том, что люди по всему миру строят созидательное общество, каждый из нас приближает тот мир, о котором все пророки говорили, как о золотом тысячелетии мира, любви и благополучия. Сейчас выбор за нами, за каждым из нас. И выбор этот делается прямо сейчас. Спасибо. Thank you, Yuri.
Большое спасибо, Юрий. И как мы видим, доказательств более чем достаточно. Мы действительно живем в последние времена. И следующий вопрос следующий. Уникальность этого времени и возможность построения созидательного общества, о котором говорили пророки. Давайте посмотрим еще один отрывок из конференции. Мы уже убедились, как в разных религиях развитие науки и образования, а также технологий тормозили. И именно поэтому меня как христианина, или века вот эти вот с 7 по 17 век, называют темными веками на территории Европы. И есть интересный момент, о котором молчат западные школы и медиакультура. Это золотой век ислама, развитие мусульманской науки. И я хотел бы обратиться к хадису, который передал Анас бин Малик, что посланник Аллаха, салях алейхи вассалям, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что приобретение знаний является обязанностью для каждого мусульманина. И пророк, мир ему, он является примером для всех мусульман. Он заложил основы того, что потом наступил золотой век ислама. Были открыты великолепные библиотеки, в которых хранение книг сочеталось еще и с преподаванием. И эти дома мудрости, дома науки, где для всех людей, в том числе для женщин, детей, были бесплатно доступны знания, в том числе из древних веков, из разных мест мира. И они были переведены, все научные труды были переведены на арабский язык. В библиотеке Ибн Аббаса, жившего в X столетии, было столько же книг, сколько во всех библиотеках Европы того времени вместе взятых. Еще интересный пример, что работы античных ученых, якобы на которых строилась эпоха Ренессанса, попали в Западную Европу исключительно благодаря переводам с арабского на латынь, с обширными комментариями известных мусульманских мыслителей и ученых, таких как Ибн Сина, Ибн Рушд, Аль-Казали и других. И что еще более интересно, что вот даже эта камера, которая сейчас меня снимает и передает сигнал дальше, эта камера именно получилась в результате открытия великого мусульманского ученого, который понял работу человеческого глаза и открыл эффект получения изображения в темной камере. И имя этого мусульманского ученого Ибн Аль-Хайсам. Сам принцип работы программы, которая дальше передает сигнал на сервере, и они доходят до вашего устройства, он строится на алгоритмах. То есть вы видите меня, сидящего в Германии, во всех уголках мира, и вы слышите меня также всех участников этой конференции. И сам принцип и само открытие, которое стоит за этими всеми информационными технологиями, это все благодаря вкладу великого мусульманского ученого Мухаммада ибн Мусы аль-Хваризми, который предложил способ описания сложного действия по этапам, алгоритм и многое другое, что привело к возникновению информационных технологий. Но почему молчат о золотом веке ислама? Почему в XIII веке, в темные времена, для них они преднамеренно искажали образ пророка Мухаммеда, мир ему? Представители религиозных организаций знали о пророчестве, поэтому боялись, что разовьют технологии, и люди объединятся, узнают правду, озвучат правду
То есть именно вот в таком глобальном мировом масштабном событии. Они знали это, и они хотели помешать этому пророчеству. Но мусульмане, люди, которые верны пророку мир ему, они развивали науку и делали все возможное, чтобы сегодня мы с вами имели шанс встретиться и говорить об истине. И я полностью согласен с тем, что говорил Дуалет. Кто отрицает слова пророка о величии сегодняшнего дня, именно важность его, такие люди отрицают и слова Аллаха, и они идут против воли Аллаха. Подумайте об этом. And I would like to address this question to Ilmaz Atakan. Хочу адресовать вопрос Илмазу Атакану из Турции. Пожалуйста, поделитесь тоже своими пониманиями с нами. Merhaba arkadaşlar. Yuvarlak Здравствуйте, друзья. Спасибо, что пригласили меня на круглый стол. Я присоединяюсь из Турции. В моей стране я вырос в обществе людей, принадлежащих к исламской религии. Я вышел насколько определенной исламской жизни, созидательное общество перекликаются. Создание созидательного общества, которое является наиболее важным вопросом, очевидно, что мы живем в уникальное время. Его уникальность в том, что все происходит в общем, жизнь, реальность. Мы начинаем жить настоящей жизнью. Мы 600 тысяч лет были искусственно разделены и разрублены на войны, враждой. Сейчас в мире достаточно просвещенных людей, чтобы создать созидательное общество. Эти люди хотят жить в мире, творить добро, помогать друг другу. Те, кто обманывали нас в протяжении долгих лет, больше не смогут нас обманывать. После этого часа человечество сделает правильный выбор. Конференция, проведенная месяц назад, свидетельствует об этих временах. Люди перестали молчать. Люди всех профессий были без раздумий стали говорить очевидную правду. Ученые, врачи, религиозные деятели, инженеры, философы. Это показывает нам, насколько вместе и делились своими созидательными идеями с помощью коммуникационных технологий. Эта встреча всех людей мира стала примером. Эта встреча всех людей мира стала примером для нас построить мир созидания и добра, жить в любви Аллаха друг к другу. Это и есть настоящее счастье. Все пророки всегда говорили нам, что мы должны жить как братья и сестры. Они должны использовать человечество только на благо общества, чтобы
человек мог уделить больше времени своему духовному развитию. Наши предки рассказывали о созидательном обществе только в Писаниях, легендах, а у нас есть возможность созидательное общество воплотить в жизнь. Важность сегодняшнего времени в том, что созидательное общество, о котором мечтали наши пророки, начало сбываться. Thank you, Yilmaz. I would like to ask the same question to our next guest. Начало сбываться. Хочу задать аналогичный вопрос. На все пророчества, вся апокалиптическая литература, она говорит не только о будущем, но говорит и о тех временах, в которые мы живем сейчас. На самом деле это обращение ко всем поколениям. Если взять, например, Откровение Иоанна Богослова, он обратился к своим современникам и передавал это на тот момент своим современникам, которые находились под рабством Римской империи. И тогда действительно императоры, они проводили массовые убийства, они очень сильно давили на людей, и мы видим там много пророческих вещей касательно будущего, но в то же время мы видим, что там много информации о тех временах. То есть мы видим, что императоры, они продавали и покупали, и там он описывает, Иоанн описывает в своем откровении на тот момент, что при такой трагедии растет вот этот зверь. И он поддерживает их этим откровением, говорит, что нужно перестать боготворить эту империю, что эта империя, это мироустройство, оно неправильное, а нужно принести в мир тот рай, который ранее существовал. И сейчас мы являемся частью этого. А на тот момент, благодаря откровению, люди держались друг за друга. Потом, через 100 лет, когда Римская империя начала уже падать, и мы потом, когда позже христианская религия выстояла, и эта вера укрепилась, это, собственно, благодаря тому, что они удержались, потому что империя не смогла их подавить. Считаю, что как раз вот откровение Иоанна Богослова, оно относится не только к его современникам, но и к нам, обращение к нам. Мы на сегодняшний день имеем достаточно много силы, но на сегодняшний день этих империй, корпораций, давления намного больше, чем в старые времена. Мы создали мир пороков, но сейчас у нас есть и возможность не разрушать планету, не разрушать тот мир, в котором мы живем, а что-то строить. У нас сейчас есть прекрасная возможность, живя в эти последние времена, выбрать, сделать свой выбор, чтобы это не стало концом, а чтобы соединиться, объединиться, поддержать друг друга и любить друг друга, и продолжать жизнь. Продолжать жизнь не в стиле власти, потребительств, искать, добиваться себе чего-то, но для того, чтобы приносить любовь и жизнь друг другу, даже если это вредит нашим личным интересам. И таким образом мы можем избежать той катастрофы, которую удалось избежать нашим предкам. Я считаю, что мы уже являемся частью этого рая на земле, если мы сможем отодвинуть это рабство, эти империи в сторону, эту военную мощь. Если мы от этого отвернемся и станем объединенными на платформе созидательного общества, если мы будем вместе трудиться, мы сможем этого достичь. Я считаю, что, наверное, наша борьба, наши усилия должны быть более интенсивны, чем в те времена, потому что сейчас планета разрушается и очень много проблем. Каждый день я смотрю, как я сам покупаю что-то на Амазоне, я вношу свой небольшой вклад в разрушение планеты и в потребительство. Я думаю, что мы все это уже принимаем как должное и просто этим живем. И тут надо сделать выбор.
Готовы ли мы от чего-то отказаться ради друг друга, ради будущих поколений, для того, чтобы стать частью реального созидания, а не продолжать быть частью разрушения? Думаю, как раз вот этот выбор сейчас перед нами и стоит. Сейчас мы объединяемся, вот как мы здесь, объединяемся в любви к Богу, к любви к друг другу. Мы объединяемся и видим, как можно все изменить. Спасибо. Большое спасибо, Ти-Джей. И то, что вы сказали, действительно, мы сегодня видим, что мы живем в последние времена, и будущее нашей цивилизации на сегодняшний день зависит от выбора абсолютно каждого живущего человека. Хочу поблагодарить всех спикеров, всех, кто участвовал в этом круглом столе. Дорогие зрители, если вы еще не смотрели конференцию «Созидательное общество, о чем мечтали пророки», вы можете найти его ее запись на своих языках на сайте allatraunites.com. Перевод конференции в синхронном режиме был более чем на 45 языков мира. Если вы уже посмотрели конференцию, пожалуйста, поделитесь своими пониманиями, поделитесь в соцсетях, в видео, включая то, что именно заинтересовало вас в конференции. Это все то, что нас интересует, и это было здорово, когда мы этим делимся. Также, пожалуйста, пишите комментарии и вопросы, что бы вы хотели увидеть и услышать на следующем круглом столе, который будет в следующее воскресенье. Мы с удовольствием готовы от вас услышать вашу обратную связь. Также вы можете организовать собственный круглый стол у себя в городе или у себя в стране. Да, дорогие друзья, мы также рады объявить о нашей следующей конференции, которая состоится 22 мая 2021 года. И тема этой конференции — «Жизнь после смерти. Вымыслы и факты». Все приглашаются к участию и в подготовке этого предстоящего мероприятия. Вместе мы можем узнать правду о тех вопросах, которые мы себе задаем, все себе задаем. Что же происходит после смерти? Уважаемые спикеры, дорогие зрители, давайте встретимся на следующем круглом столе. Большое спасибо за участие сегодня. Существует вопрос, который задавал себе каждый человек. Мы обращаемся к науке и к религиям, чтобы найти на него ответ. И вот уже 6000 лет мы пытаемся узнать, есть ли жизнь после смерти. Впервые в истории ученые, врачи, священнослужители и очевидцы будут искать ответ вместе. Существует ли реинкарнация? Страх смерти, какова его природа? Откуда мы, живые люди, знаем, что такое смерть? Кому выгодно скрывать факты о послесмертной судьбе человека? Сознание человека вне тела. Пророки знали правду о послесмертной судьбе человека. Что говорит наука? Состояние рая и ада объясняется физикой. Для чего мы здесь? Ответы на самые главные вопросы для каждого человека. 22 мая 2021 года. Международная онлайн-конференция «Жизнь после смерти. Вымыслы и факты».